Ми плануємо зустріч з Джо Байденом. У нас вже є запрошення на таку зустріч. У найближчих планах у нас є Велика Британія, Норвегія. Ми будемо рухатися на східні країни. Тем временем Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает «Европейская правда». На початковому етапі ми також підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави. С нами сейчас на прямой связи Андрей Санников, политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». Пане Андрію, вітаю вас. Привет. Пане Андрею, вот расскажите нам последние новости. Вот у вас наверняка больше информации, чем у нас. Что сегодня в эти дни происходит в Беларуси? Планируется ли на выходные проведение массовых протестных акций? Планирует протест. Я сначала корректировать канал. Ну, во-первых, нет приглашения еще. Поэтому пока нет. Во-вторых, Мы попробуем еще раз перенабрать Андрея Санникова, политика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь». К сожалению, прерывается у нас с ним связь. Тем временем я хочу отметить, что вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с Россией. Ну, об этом сообщили приближенные к самопровозглашенному президенту Лукашенко в телеграм-каналах неофициальных, конечно же. И вот что там говорится. Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении интенсификации наших отношений. Я хочу, чтобы вы это понимали и знали, что мы к этому готовы. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Андрей Санников к нам присоединился. Давайте проверим еще раз связь. Пане Андрею. добрый вечер. Слышно Добрый сейчас? вечер. Да, вот сейчас мы вас слышим очень хорошо. Мне продублировать свой вопрос? Нет, я слышал ваш вопрос, прекрасно услышал. Я хочу немножко поправить просто вашу информацию. Пока нет никакого приглашения для Тихановской. Возможно, это будет и нет. И нет никаких санкций со стороны Беларуси. Есть угрозы со стороны нелегитимных преступников, законно избранной власти Украины. Да? Но это никак не санкции Беларуси, потому что мы заинтересованы в самых прочных отношениях и развитии этих отношений, и противостоянии всем опасностям диктаторским, которые исходят с Востока. Да? Что сейчас происходит, вы спрашивали про протесты. Да, Да. они, конечно, продолжены. Сегодня по-прежнему продолжается волна возмущения. Но даже сложно назвать это возмущение. Это просто волна вот такого гнева против убийц Романа Бондаренко, которое было совершено совершенно циничным демонстративным способом, в котором, как следует из сливов из самого окружения Лукашенко, участвовали его ближайшие окружения, вот, и потом пытались нагло врать, отрицать. Сейчас идет протест по всей стране, который называется «Ноль промилле», то есть обвинение, вот эти наглые, беспардонное обвинение в том, что Роман был пьян, поэтому якобы его убили. Это само по себе чушь, да, то есть само по себе вопиющая наглость, да, то есть если человек не трезв даже предположить. Но врач, который сейчас страдает за правду, который дал информацию, что не было никакого алкоголя в крови, его забрали журналистку, которая сообщила эту информацию. Поэтому не только врачи сегодня выходят с плакатами «Ноль промилле» и становятся к стенке, положив руки на стенку, спиной к воображаемым тюремщикам. Вот. Готовятся, да, были протесты
вот такие традиционные. Пенсионеры выходили на протесты, женщины, люди с ограниченными возможностями, как мы их называем, люди с безграничными возможностями. Вот. И женщины, продолжаются протесты студентов, и, конечно, будут в воскресенье протесты. Тем более, что принята неплохая резолюция в Брюсселе Европарламентом, которая требует расследования, в том числе и убийства Романа Бондаренко. Ну вот на прошлой неделе была новость о том, что был похищен мужчина, жена которого вот написала статью об убитом активисте Романе Бондаренко. Можно ли сказать, что сейчас вот Александр Лукашенко прибегает к такой новой тактике от запугиваний и задержаний, массовых задержаний активистов протестных акций, он же переходит к убийству, к похищению? Ну, это ничего нового в этом нету, потому что это мы знаем с 99-го года, когда были совершены политические убийства наших лидеров, и когда Лукашенко неуклюже маскировал это под то, что они сами уехали куда-то. Насчет этого было проведено международное расследование, появился доклад Совета Европы. То есть нам удалось прекратить тогда вот эти убийства из-под тишка, но суть режима-то не изменилась.